Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы Еўрарадыё. У студыі працуе Марыя Вайтовіч і сёння ў нас прэм'ера. Вірусны эфект гэта новая праграма Еўрарадыё, дзе мы пераасэнсоўваем, як змянілася і працягвае мяняцца нашае жыццё падчас пандэміі каранавіруса. Чаму рана святкаваць перамогу, разважаюць нашы госці, гэта дактары, музыкі, рэстаратары, рабочыя, кіроўцы, мастакі, арганізатары канцэртаў і фэстаў, уладальнікі клубаў, настаўнікі ды іншыя. Наш першы суразмоўца гэта былы супрацоўнік міністэрства адукацыі і кіраўнік праекту «Народны падручнік» Сергей Айшэўскі. Прывітанне, Сергей. Добрый день. Сёння мы абмяркуем, якія пазітыўныя і негатыўныя змены адбыліся ў сістэме адукацыі пасля першага зарэгістраванага ў Беларусі выпадка COVID-19. Таксама прагаворым па надзённыя пытанні, па ўступнай кампаніі і новыя правілы прыёму ў ВНУ. Калі ласка, сачыце за нашым эфірам, жывым эфірам і жывымі стрымамі у сацыяльных сетках, гэта ў Фейсбуку, ВКонтакце, Аднакласніках і на нашай афіцыйнай старонцы euraradio.fm. Пакідайце свае пытанні. Я ж пакуль пачну са свайго. Сергея, увечары 27 лютага ў Беларусі быў зарэгістраваны першы выпадак каранавіруса. Яго выявілі ў студэнта, які, як я памятаю, прыляцеў з Ірана. Наколькі я памятаю, той жыў на кватэры з іншымі студэнтамі, так? Ці памятаеш ты рэакцыю ўвогуле там дзяржавы і сістэмы адукацыі на гэту сітуацыю? Гэта вось было вау. Пасля таго, як ужо ў свеце, пасля таго, як мы перажылі Кітай, як былі сітуацыя ў Італіі, мы маглі павучыцца ўжо на нейкім вопыце, коронавірус прыйшоў у нашу краіну. Да, и нужно отметить сверхпрофессиональность Министерства образования. Они по старой классике жанра засунули свою голову страусиную поглубже в песок. Я именно так считаю. То есть они фактически никак не отреагировали, хотя это был первый, это уже был не первый, это факт, когда должна была стартовать какая-то программа контрвирусных мер в системе образования в Беларуси. Вот запуск первого, выявление первого заболевшего, то есть реагировать нужно уже было тогда, когда Китай весь стоял на ушах. Тогда уже должны были появиться соответствующие программы, соответствующие меры. И вот с первым фактом должно было быть отмашка о том, что окей, ребята, мы стартуем, мы принимаем это все и реализуем какой-то сценарий Б на период пандемии, эпидемии. Вот. Но ничего фактически не было отреагировано. Я думаю, вы как журналисты очень часто отсылались к Минздраву, когда хотели получить именно ответ на отраслевые вопросы Министерства образования. То есть, что в очередной раз подчеркивало тот факт, что Минобр, он вообще ничего не решает, наверное. Вот так вот именно так этот период у меня в глазах и проходил. Он еще продолжается, потому что я отслеживаю не судьбу, а контакты с некоторыми педагогами. Вот я знаю один из малых населенных пунктов, где большое количество населения болеет, фактически 5% населения небольшого населенного пункта. Докладни, калі ласка, где это? Это Ивьевский район, конкретно уже не хочу называть, но там учительница сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации, и это такая ситуация, которая говорит о том, что если с врачами хотя бы какие-то механизмы взаимодействия проработаны, доплаты, прочие вещи, кто-то из ваших коллег собирает списки погибших, какая-то информация актуализируется, то по образованию считанные публикации в СМИ, там, где дети и родственники близкие обращаются, но ситуация там тоже плачевная, и люди болеют, это никак не выносится, по телевизору мы видим всякие разные нетрадиционные методики условного лечения, что негативно сказывается вообще на ситуации в целом. Дарэчы, наконт Ілі, я памятаю яшчэ на пачатку ўсёй гэтай сітуацыі, мабыць, вясною, я памятаю, што была такая сітуацыя, што мы пабачылі, што у Ілі так вельмі шмат было выпадкаў, яны шукалі маскі, некае я пачала тэлефанаваць у лякарню, і мяне вельмі здзівіла, таму што у нас заўсёды ўсё так ціха, так нікому нічога не кажуць, а тут мяне проста пачалі прасіць, калі ласка, нам трэба больш масак, нам трэба больш рэспіратараў, усяго такога, і ўжо тое, што ў нас ёсць, гэтага не хапае, а тады паўсюль казалі, што ў нас усяго хапае. Так ты вельмі слушна кажаш наконт таго, што мы
сутыкаліся з такой сітуацыяй, як журналісты, што мы звярталіся ў міністэрства адукацыі, нас увесь час казалі, што не ўсе пытанні, нават калі ў школу тэлефанавалі, так усе пытанні у Мінаховы здароўя, так. То бок такое адчуванне, што мы не падрыхтаваліся, хоць і быў час вельмі добра падрыхтавацца, было шмат часу і вопыт іншых краінаў. Я памятаю, напрыклад, гісторыю з школы ў Сухарова. Так мы таксама з табой тады размаўлялі на гэты конт. Калі мы нешта пачулі, прайшла нейкая інфармацыя, што ёсць нейкі выпадак, нібыта школьнік захварэў. І калі мы пачалі тэлефанаваць там у школу, дырэктар сказаў, што мы працуем у тым жа самым рэжыме, у школе казалі іншае. Туды, таму што было ўсё незразумела, калі я патэлефанавала ў Мінаховы здароўя, мне прэс-сакратарка Юлія Барадун сказала ўвогуле забудзьцеся пра гэтую школу канешне, пасля такіх словаў хацелася адразу ехаць туды, журналісты туды паехалі. То бок гэта правакавала іншыя выпадкі, атрымоўваецца, як і выпадак са студэнтам з Ірана. Я памятаю, што ўсе журналісты паехалі там, где он живет, там шукать их и так далее. Так. На самом деле протоколов реагирования, но я не видел, чтобы в образовании были какие-то разработаны протоколы реагирования с тем же набившим оскомину дистанционным, сколько было шума, с теми же вопросами аттестации, когда приходилось, я в том числе поднимал нормативную базу Министерства образования, показывал, что если ребенок не будет ходить в четверти, его аттестуют по 3 четвертям. Потом пытались через угрозы говорить, что будут отметку делить на 4 четверти, суммируя с нулем. Я доказывал, что нету такого положения. Я как родитель могу сказать, что у меня там младшая дочка, она фактически по всем предметам, кроме биологии, по-моему, не аттестована в 4 четверти, и отметку разделили на 3, а не на 4. То есть ты в начале там в подводке такую классную фразу сказала о том, что какие положительные эффекты дал коронавирус. Я такой хотел встать просто и уйти, потому что я просто положительные эффекты со стороны системы начал смотреть. Но потом так взялся в руки, проанализировал, есть один положительный эффект. Наконец-таки родители поняли, что они отвечают за своих детей, что никто о их детях не будет заботиться, и о том, что только они должны принимать решения, в каких условиях учиться их детям, и что они тоже будут способны менять эти условия. И не пошли дети в школу. Смогли школы организовать дистанционно, но там, где хотели, смогли. Там, где не хотели, дети там ничего не делали. Да, была нагрузка на учителей, там это второй вопрос, что им не оплатили эту работу, что их местами просто прокинули в этом плане, хотя я видел классные результаты, хотя там даже были такие, я не скажу, что конфликтные ситуации, там, с моей стороны это никогда не было конфликтом, но коллеги обижались, когда я говорил, что вы проделаете работу, и она будет вообще никому не нужна, и вас потом будут обвинять в том, что зачем вы это делали, что это никому не нужно. Вспомните, там были такие ситуации, которые всплывали, это такая вообще печальная ситуация. Я думаю, все уже там устали от зум-колов, и система образования тоже к зуму начали подключаться. И была ситуация прикольная в Академии наук, по-моему, в Академии наук, в одном из институтов, когда пришло письмо из УАЦ о том, что зум-то использовать нельзя, это небезопасно, только можно наши местные сервисы. И, то есть, до гэтага мы яшчэ прыйдзем, так, вернемся. Усё ж таки вернемся, напэўна, у сакавік, красавік, так, вось пандэмія працягваецца, новыя выпадкі, новыя смерці. Ужо зразумела, што Беларусі гэта ўсё ёсць, як бы хто не казаў і не хаваў нейкія там выпадкі таксама, так. Як ты можаш увогуле ацаніць ужо пасля, калі стала ўсё зразумела, вось метады так бяспекі? То бок яны былі прынятыя ці не? Я памятаю, што вось 21, здаецца, красавіка Александр Лукашенко назваў патрабаванне насіць маскі ў школах і карыстацца антысептыкамі глупствам. Як там было мовіць, глупства несусветнае, нельга дзецям гэтыя маскі апранаць, асабліва ў школе. Такога патрабавання не было.
І калі дзесьці гэта значыцца, тыя, хто гэта ўвёў, за гэта і адкажуць. Неяк так ён казаў, Мгм, тады мгм. я памятаю, так. Вось Я могу сказать, что реакции были разные. Например, были школы, в которых пытались ввести температурный контроль на входе. Учителей пытались заставлять журналы, но по формальному признаку некоторые там просто вписывались. Хотя, опять-таки, это такой спорный вопрос, может ли оценить учитель сам свое состояние здоровья. Аналогичные ситуации я слышал в отношении детей, хотя были ситуации, там, коллеги делились, то есть это показания со слов, но там есть пул коллег, которым я доверяю. Так вот, когда дети с температурой приходили в школу, и это нормально, потому что негде оставить. Очень часто такие истории в садике. Меры как таковые не были, ну и даже самих инструкций не было. Очень интересно наблюдать, когда локтевыми дезинфекторами люди пользуются просто рукой, то есть не было. Были истории, когда из-за того, что не объясняли, как пользоваться антисептиками, у детей были ожоги, химические ожоги, и это не друзей, а товарищей, коллег, были дети, были реальные школы. То есть меры, в моем понимании меры — это что-то системное, что-то глобальное, что-то работающее, которое приводит к результату. То, что было у нас, это были, наверное, политические эмоции, когда там президент как политик пытался подстроиться, наверное, под ситуацию, и каждый раз делал какие-то все новые и новые заявления, которые очень часто просто там недоумение вызывали. Вот. То есть никаких мер, как мер в том понимании, которое я понимаю, что такое меры, предпринято не было. Были заявления, которые шли вразрез, были не систематизированные действия, которые, на мой взгляд, не смогли бы принести какого-то должного результата. Я не берусь ставить себя в позицию вирусолога, я не беру себя ставить в позицию врача или еще кого-нибудь, но как человек, который наблюдал это со стороны, сопереживал это со стороны, я не увидел мер. В силу особенностей моего отцовства мы с моей бывшей женой созванивались по пятницам и обсуждали, что мы будем делать в ситуации с каникулами, с непродлением. Я не увидел, что государство заботится. Мы обсуждали, смотрим рост числа заболевших. Мы обсуждали по количеству заболевших в наших окружениях. Мы понимали, что нет, и говорили, нет, мы не пойдем. Да, со стороны матери детей был вопрос про аттестацию. Я сказал, что окей, этот вопрос в любом сценарии я буду брать на себя, и, наверное, если что, я дойду до суда и докажу, что они нарушат, если будет аттестация по 4 четвертям. Вот. Проблема, конечно, была немножко с экзаменами, когда ребенку пришлось идти на экзамены, потому что на эти экзамены были потом и вступительные завязаны, но с ребенком приходилось самостоятельно объяснять концепты поведения, эти прочие вещи. Хотя объективно меры предупреждающего характера должны были быть приняты. Минимально, что они сделали, это они, конечно, в итоге перенесли сроки ЦТ, но опять-таки сегодняшнее заявление про количество наблюдателей и проведение ЦТ, если говорить про систему, ее просто нету. Лебедь, рак, щука и никаких движений. Сябры, я нагадваю, што гэта новая праграма Еўрарадыё «Вірусны эфект», падчас якой мы абмяркоўваем і перасэнсоўваем увогуле ўсё, што адбылося падчас пандэміі ў нашым жыцці. Сёння ў нас госць Сяргей Альшэўскі, і ў нас ёсць уже тут каментары, я, напэўна, трошкі пачытаю. Атрымалася, што Мінадукацыі спусціла ўсё на рано. Рано на школа, школа на канкрэтных настаўнікаў. Па факце мы, бацькі школьнікаў, звязаныя з IT, прыйшлі ў школу ў красавіку перад канікуламі, каб неяк дапамагчы наладзіць працэс. Відэаканферэнцыі, сувязь, гатовыя былі ўсе гэтыя канікулы налажваць. Тэсціць, у выніку адзінкі хацелі нешта рабіць. Мы ім дапамагалі разбірацца. Некаторыя баяліся рабіць нешта, бо астатнія не робяць. Некаторыя настаўнікі адкрыта казалі, нам за гэта не плацяць, нам усё роўна. Вось як ты можешь гэта прокомментовать? То бок были инициативы. Да, были инициативы со стороны родителей. А кто-то по-другому думал, что будет. Объективно реальность такова. А если я скажу, что я знаю учителей, которые за свои деньги покупали Zoom,
То есть там минимальный базовый там почти $15 пакет на месяц. И учителя покупали Zoom, говорили, вот давайте мы будем делать. А если я расскажу, что учителя сами настраивали каналы в Discord для того, чтобы вести, потому что Discord на тот момент был более стабильным. Я могу сказать, что есть разные категории учителей. Есть разные категории учителей, они будут абсолютно по-разному реагировать. Да, они не были готовы, спустили на школу. Я такой факт скажу, что мы такой опрос небольшой проводили. У нас социологические исследования нельзя проводить, поэтому такой просто шуточный опрос по поводу того, были ли представители РАИНО на экзаменах выпускных в школах. И в большинстве ответов, там более 90%, их не было. А там, где были, они просто приезжали, проверяли документы. То есть чиновники по максимуму отгородились от детей, потому что, ну, дети — это одна из категорий, которая, там, по мнению многих, там, бессимптомно разносили вирус и прочие вещи. То есть они отгородились, да, сбросили все на школу. Школа в очередной раз, благодаря тому, что там еще остаются люди, которые что-то могут делать, выплыла, и в итоге чиновники выходят победителями. А все же нормально. И если бы была иная ситуация, если бы все учителя сказали, а нет, а вот мы не будем, если бы они смогли проявить позицию, то да, но там, а как же учить и прочие вещи, это такие вопросы, наверное, внутренней этики, внутреннего отношения, эмоциональной составляющей принятия решений, а не рациональной составляющей принятия решения. То есть, да, благодаря тому, что учителя смогли, Министерство образования вышло фактически сухими из воды, пока вышло. Ну, вот и все. То есть в итоге, там, возвращаясь к началу, то есть я не зря сказал, что Минобр выбрал единственную, наверное, верную позицию: ничего не делать, поглубже спрятаться, переждать тихонечко, пусть все остальные вокруг делают, что хотят, а мы потом систематизируем. Ну, так и вышло же. Лишь все ж таки Александр Лукашенко, так, ці веруюць, ці проста рабіў выгляд, што каранавірус не ўяўляе пагрозы. І некаторыя дзяржаўныя ведомствы перанялі гэты вось падыход, так, ну і тым ліку, напэўна, і Мінадукацыі, так. Установа лічыла немэтазгодным уводзіць каранцін? Ці ўсё ж таки гэта была вось такое праява дзяржавы? По вопросу карантина я не понимаю, почему, кстати, журналисты эту тему не додавили. Были школы, которые были закрыты на карантин. И если помните слив закрытого совещания у Колдубая в онлайне по поводу экзаменов, он сказал тогда, что вне зависимости от местных решений школы, закрытые школы должны провести там экзамены. Насколько я помню ту видеозапись, это можно будет поднять, она всегда в архивах будет. Вот. То есть школы фактически закрывались на карантин. Просто информация про это не доносилась. То есть эта информация про это максимально скрывалась. Максимально скрывалась информация, когда после экзамена у детей либо учителей были случаи коронавируса, и потом приходилось уходить там на самоизоляцию. Вот эти вот все вещи, эти все механизмы. Хотя, опять-таки, решение, которое общество предлагало, сообщество в том числе профессионально предлагало, но оно же было отменить школьные экзамены. Ну, ведь, по сути, они ничего, ну, ни на что не влияли, как на таковое. Я не думаю, что годовая отметка, среднегодовая отметка сильно отличается от средней экзаменационной отметки. То есть это там, ну, там даже на доли погрешности не будет, там фактически будет план-факт, как я говорю, и все окей. То есть могли отменить эту процедуру, нет, не отменили. Могли перевести на карантин, да, могли, но да, они фактически, ну, я не скажу, что переняли позицию на местах, потому что где были вспышки, там людей объективно было уже там не остановить. Тот же Пинск, насколько мы помним, когда даже блокпосты вводились, вот. Объективно, когда это не касалось людей лично, либо через их знакомых, пока не касалось, я даже скажу, люди, возможно, еще могли верить в эту риторику, но после, когда это касается там через одно рукопожатие, либо через тебя там твоих близких, то ты понимаешь, что это, ну, не может быть так, и это подход абсолютно не такой, поэтому, ну, такая риторика, я не сказал бы, что она была перенесена именно там, где находились исполнители, а наверху риторики я вообще не слышал. Вот в чем проблема. То есть я не слышал министра образования, который говорит, мы принимаем такое решение, потому что мы слышим, Минздрав дал рекомендации, мы действуем в рамках рекомендаций Минздрава.
И ты такой сидишь, думаешь, хоп, стоп, подождите, то есть Минздрав рулит системой образования, Минздрав принимает решение, что делать в системе образования. То есть такие вещи. Очень классный такой кейс был про места, про там отмену уже, по-моему, последнего этапа РТ. И насколько я владею ситуацией, отмена как раз-таки пошла из-за того, что пункты проведения тестирования начали бунтовать. То есть люди не захотели подвергаться лишний раз опасности. И из-за этого отменялись такие там крупные, условно, ну, не ивенты, а процессовые вещи в системе образования. Вот. Поэтому риторики со стороны системных представителей не было. Вот. Мгм. Добра, а вось наконт дыстанцыйнай адукацыі, так? Я памятаю, што мяне таксама вельмі здзіўляла і абурала, напэўна, што быў час падрыхтавацца. Ужо было зразумела, што каранавірус прыйдзе ў Беларусь, так? І вось вопыт іншых краін, і што гэта, ну, мне здавалася, што гэта патрэбна, так? Ну, мы не ведалі, наколькі гэта працягнецца ўвогуле і якая будзе сітуацыя. І мяне здзіўляла тое, што ёсць вопыт там Чэхіі, так, дзе ўжо даўно можна там займацца дыстанцыйна, нават экзамены людзі здаюць, усё добра. Мая сяброўка вось прыватна гэта рабіла, я ведаю. Гэта было проста, так? Чаму ў нас так вось баяцца гэтага дыстанцыйнага навучання? То бок гэта, мне здаецца, быў бы добры крок наперад увогуле, калі б яно у нас увялося так. Ну, моя позиция, я ее озвучил. Этот вопрос вызывает страхи и опасения в связи с финансированием, которое было выделено до. В связи с миллионами условных единиц, которые должно было, ну, которые были выделены и освоены, там даже вопрос поднимался, там даже проверку проводили контролирующие органы. Но все свелось к тому, что там некоторые мероприятия отменились, там, то есть все свелось к формальной отписке. Вот и все. Поэтому этот вопрос максимально пытались отходить. Работает ли эта система? Ну, даже тот опыт там, всех проектов в дистанционном формате, которые мы запускали, он работает, если там работают люди, и которые понимают, как это работает, для чего это нужно, которые понимают, с какой ты целевой аудиторией работаешь и с кем ты будешь на выходе. Да, когда мы запускали последний проект в онлайне, нас предупреждали о том, что завершаемость курсов будет в онлайне там, по данным той же Курсеры там 3-5%, а мы вышли на 24% по проекту. То есть мы понимаем, что мы средние показатели там, крупных проектов, которые в онлайне работают годами, уже превысили, и мы там начинаем анализировать, почему. Все работает, если есть люди, которые работают. Но давайте вспомним заявление Колдубая, который говорит, к вторнику, среде появятся методические рекомендации по работе в онлайне. В пятницу Ольшевский пишет пост о том, что где рекомендации? Рекомендаций нету. Еще неделя и появляются рекомендации. Но в моем понимании, что такое рекомендации? Возьми А, Б, С, вот это, и получишь результат. Ну, такая инструкция. А там приходит инструкция о том, что можно Viber использовать, можно Skype использовать, можно Zoom использовать. Потом всячески Минобр, когда их протроллил, когда они сделали пост после письма УАС в Академию наук, сделали пост с картинкой, скрином из Zoom. Я такой, ребята, а Zoom-то вроде как незаконный, он официально вне закона, потому что госорганы и организации по указу президента не могут использовать сервисы для таких вещей, которые находятся за пределами Республики Беларусь. Вау. А вот такой вот закон. И такой, опа-на, они тут же удаляют картинку. И нету рекомендаций, можно использовать. А можно и на Луну было полететь, можно было на Марс полететь. Полетим мы или нет? Вот в чем вопрос. Это не рекомендации, поэтому... Слухай, а чаму у нас такі неадукаваныя людзі працуюць у сістэме адукацыі? Ці, ну, ты так таксама лічыш? Я про што кажу? Я там просто работал, и мне вот уже так обидно становится. Ёсць адчуванне... Не, можа, я не кажу пра ўсіх, але адчуванне, усё, што я чую, ну, ад цябе, адчуванне такое, што людзі да гэтага часу не могуць разабрацца, што такое Viber, Skype, Zoom і ўвогуле, як з гэтым працаваць. Можно я отвечу на этот вопрос? История о том, как формировались эти рекомендации. Из Национального института образования начали опрашивать учителей, чем они пользуются, в том числе, и потом все эти инструментарии появились там. Вот это вот было так. Ну, я прикалывался по поводу Вайбера, ну, я хотя бы там
по приколу написал там, что вы бы в белорусский офис разработки написали, чтобы Viber не лег, как были там проблемы у того же Zoom, когда на первых этап, ну, бесплатная версия местами как бы подглючила, потому что, естественно, что в приоритете платные клиенты у сервиса были. Вот. Ну, вот так вот есть. С другой стороны, можно наблюдать, как окологосударственные проекты начинают подписывать школы там, на аналоги Зума, которые стоят бешеных космических денег, которые непонятно. Ну, с другой стороны, можно видеть и так. То есть, да, я считаю, что у Минобра нету пока людей, которые способны что-то сделать, ведь в мае было это письмо, по-моему, о том, что создается рабочая группа по созданию портала. Я даже написал, что я готов включиться в эту рабочую группу. Мне даже ответ не написали из ГИАЦ на это письмо. То есть фактически обращение оставили без рассмотрения. Поэтому, ну... Не цікаво. Ну, они же потом список опубликовали тех, кого они пригласили. Но, опять-таки, любая рабочая группа с вопросы с включением, со всем, с финансированием, и в момент, когда уже все должно было быть, потом появится опять к концу года. Я точно знаю, что сейчас учителя активно пилят видосы для Минобра по предметам, по роликам. Мне будет, конечно, интересно посмотреть на качественную составляющую пиления этих видосов. В некоторых учителях я, конечно, понимаю, что там ребята не первый год это делают, это будет классно. Но системного нету. В Украине был прикольный же подход, там же как шоу фактически пытались снимать эти видеоуроки, и то были вопросы. А вы отдаете на откуп учителям, поэтому, ну... Я памятаю нейкую ініцыятыву, толькі зараз вось не прыгадаю, у якой краіне. Фізік рабіў нават на Ютубе, просто вёў блог, так, вельмі цікава было. Просто вось нават мне цікава паглядзець, ну, Ну, прыгадаць. на самом деле, таких блогов, таких вещей много. Но должны быть, ну вот мое понятие, должны быть системные вещи. Вот не пошел, ну, там, не пришел ребенок в школу сегодня, он должен к чему-то обратиться. К учебнику, ну, вопрос учебников уже там не то, что оскомину набил. Ну и мы все прекрасно понимаем, что ребенок, скорее всего, к телефону обратится. Что мы ему предлагаем? Вот где-то точка входа, где мы удобно предлагаем современному ребенку все посмотреть. Нет, ну он, естественно, если даже попытается, он попытается сделать это на Ютубе. А YouTube, ну, ребята, дальше уже за внимание ребенка борется тот человек, те бизнес-проекты, у которого есть деньги и которые в это вкладываются. Вы не хотите сейчас вкладываться в детей, ну, в аудиторию, поэтому за ваших детей поборются те, кто готов. Ну, гэта зразумела. Вось яшчэ тут каментары. Я был студентом, 4-й курс, про местные сервисы. Это та еще тема. 2 онлайн-аудитории на весь институт. Для некоторых преподавателей была даже шутка такая, ну, как настроение, да, би-би-би какое-то там, что-то такое. Вось. Таксама это точно благодаря инициативе молодых учителей классный процесс наладился, и собрания в Zoom были. Все это несложно, но это должно быть сверху. Ну, все сцвярджае твае словы, так. Слухай, а наконт яшчэ караценька просто закранем, і будуць яшчэ пытанні наконт настаўнікаў, калі дзеці, калі было вось гэтае, ну, рашэнне, калі былі словы Лукашэнкі пра тое, што там заставіць бацькоў весці ў школу дзяцей нельга, то бок гэта іх выбар і гэтак далей. І шмат якія бацькі проста перасталі вадзіць у школу дзяцей, так. У настаўнікаў адбылася такая сітуацыя, што большая частка дзяцей не ходзіць, але некалькі чалавек ходзіць. І спачатку яны працуюць у школе, а пасля атрымоўваецца, што дыстанцыйна яны нейкія там, ну, у каго як, напэўна, па інтэрнэце, ці яны там, ну, не ведаю, хадзілі, можа, яны, так. Што там з заробкамі было? Ничего. Оплач. Там было даже хуже. Там была ситуация, когда в классе нету никого, а потом учитель провел для онлайна. Учителям не оплачивали. Нету детей, нету урока. Вот в чем была ситуация. Учителя не получили эту оплату. Там, конечно, пытались что-то через премиальные фонды распределить, но опять-таки тут такая ситуация тупая, я бы сказал. Вот по-другому ее не характеризовать. Когда зарплата учителя формируется там, ну, более чем на 50% от всяких премий, надбавок и доплат. То есть вот
И вот этот вот весь объем нужно перераспределить заново премиями среди тех людей, которые там что-то делали. То есть у кого-то, кто сказал, что я не буду вести в онлайне, я просто выполню свою работу, нужно было бы отнять и дать тому, кто ведет в онлайне. Насколько это справедливо, если тот, кто ведет в онлайне, он работает не в правовом поле. То есть вот тут такая коллизия из-за того, что не было принято решений. А почему я говорю, что не было принято решений? Потому что там были решения, которые не основывались на нормативно-правовых актах, которые противоречили. Не было по образованию принято указов президента, которые должны были быть приняты. И это вот было там колоссальное нарушение. И вот с точки зрения вот сотрудников КГК, идите в школы, и начинайте задавать вопросы, на основании чего были перенесены каникулы, на основании чего проводились выплаты. И у вас вот просто, вам нужно пополнить бюджет, вот вам тема для пополнения бюджета, потому что в правовом русле это не было урегулировано. Было месседжами, словами, но не законами. Сергей, у нас дзякую, у нас Мгм. засталось не так шмат часу, вельмі хутка у нас такая Час. размова. Так, давай так, увогуле, што зараз з уступнай кампаніі? 25-го, насколько я помню, начинается. На мой взгляд, ничего не поменялось. Систему ЦТ второй год не поменяли. Будет все то же, что и было. Знания не в приоритете. Непонятная система. Ее пора менять. Но не в ту сторону, которая заявляется сейчас. Вот. Чтобы не обидеть людей. Там вот этот месседж про то, что нужно увидеть глаза ребенка, о том, что способные дети, которые готовы учиться, они не всегда могут сдать. Вот это вот, ну, точно не про образование. Это не решение проблем образования, а в первую очередь решение проблем образования, а потом уже решение там, следствия, которые появились. Вот. Будет весело, будут дальше поступать. Ну, то есть объективно в этом году немножко, конечно, сильным ребятам стало легче, но к самому ЦТ были, есть и остаются вопросы с методикой подсчета, поэтому ничего не меняется, стабильно в системе А образования. ўвогуле коронавірус на нешта паўплываў зараз? Вось? Перенос сроков ЦТ, перенос там условно сроков вступительной кампании, но систему электронного зачисления, про которую говорили там уже годами, не внесли, ничего, ну, наверное, попытаются там ввести дистанцирование и прочие вещи, но посмотрим на последний день подачи, на эти толпы, я думаю, что как раз таки толпы и будут, и из-за дистанции они будут еще более видны, они будут более длиннее. Нагадай, калі ласка, што б дала нам вось сістэма электроннага так Подал документы, и тебе не нужно никуда ездить, ты участвуешь во всех конкурсах. Ну, фактически, эта бы система позволила, не проводить второй этап до набора, а сразу проводить единый конкурс, упростить саму процедуру, и вузы бы более как бы конкурировали за лучших абитуриентов. Ну, то есть новый шаг, ну, как бы, ну, я бы не сказал, что это новый шаг, это просто тот шаг, который уже давно должен был быть сделан. Вот. Ну і там ліку менш вось гэтых рухаў, так? Да. Ну, то есть сейчас механика, ты привез документы в БГУИР, и в последний день, как я в прошлом году освещал, дети переносили в БНТУ, потому что они боятся, что не поступят. Так можно же участвовать в едином конкурсе на все вузы и сделать вот это вот просто нормальное распределение, перераспределение, ведь под это даже отменялись льготы, потому что не могли. То есть все было проделано, но не внедрено. Ну, то есть классика белорусской разработки. І ўсё ж таки Александр Лукашенко кажа, што нібыта мы перамаглі коронавірус, так? Скажите, это учительница, которая сейчас лежит в реанимации, что она победила коронавирус. Ну вот пусть вот это вот скажет в глаза людям, которые сейчас болеют. Ладно, не хочу ругаться просто в эфире. Спасибо. Вот. Ты думаешь, ўсё ж таки? Статистика говорит, что число заболевших падает. Количество людей в моем окружении там, через одного либо знакомых, которые болеют, которые мы стараемся максимально дистанцироваться, растет. У меня моя реальность не совпадает с их реальностью. Вот, когда моей тете
там, неделями не могли сделать КТ, а потом сделали, оказался коронавирус, я понимаю, что вот это касается меня, и я вижу, что это идет вразрез с той картинкой. Когда мне говорят, вот там коллега лежит там, и все переживают, что неизвестно, что с ней будет, у меня вопрос, а стоили вот эти там школьные лагеря в осенний там, период, вот те лагеря, которые планируют на август перенести, оно точно того стоит? Может быть, ну, там, родители несут ответственность за детей. Может быть, давайте как бы начнем уважать тоже и учителей. Мы все благодарим врачей, да, спасибо им, там, они боролись, мы всячески им помогали. А учителей мы не хотим поблагодарить, которые там разрывались, все, которые также болеют, которые, извините меня, умирают. Ведь ни одна публикация была, поэтому победили, ну, ладно, страна победителей. Вялікі дзякуй, сябры. Нагадаю, што гэта была наша новая праграма «Вірусны эфект», падчас якой мы распавядаем, разважаем пра тое, як змянілася наша жыццё падчас пандэміі каранавіруса і працягвае мяняцца, таму што, ну, як мы бачым, што ніхто нічога яшчэ не перамог. З вами была ў студыі Марыя Вайтовіч, і наш сённяшні госць былы супрацоўнік Міністэрства адукацыі, кіраўнік праекту «Народны падручнік» Сергей Альшовскі. Вялікі дзякуй, Сергей, што Спасибо вам, прыйшоў что да нас. освещаете.